Таргим, 1943 год. Древние башни глядят на своих обитателей, словно предчувствуя надвигающуюся беду. Колонна американских студебекеров, солдаты с автоматами, окружившие горное поселение, вызывали обеспокойство и у 10-летнего на тот момент Абдулхамида Умарова. Плохое предчувствие было и у мамы мальчика, но она старалась сохранить спокойствие и, как ни в чем не бывало, продолжала обустраивать быт. Вин салти нара хачван шиз таях гибаш ехеда то пжерцан стоп хайласа даятта тнан жур хабин сыскал даятта ашпиш гжерца аллатш вени атлам бехашта сыскал хая ялт урлатта дикшин сыскал ита богар матбар так отуар салти гейш тнанс та قريت بي خاص خيترسون هان صوصون صان سونساتوا خاطر كان ولي حلو غي سسكل عليه مسخ بوش عليه سوغيتر سسكل يترجع интернет яхал интернет ну так километр километр اشتي ترجع مرحله. Неопределенность прервала дата, которая стала роковой и для всех соотечественников Абдулхамида Умарова. 23 февраля всех жителей высокогорных сел собрали вместе. Времени на сборы тоже не дали. Наш герой был депортирован в том, в чем играл на улице. Он вспоминает: на просьбу матери разрешить зайти в дом и взять хотя бы хлеба, солдат ответил отказом. Были грубы и жестокие. Merk wat ouders laat scheren, zo tegen paroos bolben paroos, tansutka asutka ulama ardoras meyayo, breed sutka, ze goli ardigust. Lot je het wat je dus als door de allemaal. Lot je het het pis halat yunzer, zitler halmsa yunzer, dakhtel hamsa sensogya. Ze februar bat tshilish ay, ze goli ardigust dat is breed sutka paldari akhasherto. Palder akhar leita adeher lomadi gonik door tsulel da halakha taqo kelmeti khuger tabarak jorj metger tik halgul der jasan dashlakha tayo казармер. Огонь, воду и медные трубы. Так привыкли описывать люди, пережившие некоторые трудности. А как быть, если перенес холод, голод, потерю родителей, смерть всех 3 сестер и брата, оказаться в детдоме, перенести болезнь? Это то, с чем пришлось смириться Абдулхамиду из-за бесчеловечного и преступного указа Сталина. Да вас надят. Что ж там изерсигич? Султа та ишколи во опять самогош хнуса. Хтайпа де ви вартхор. Хоганки тайеги умарнян. Уж деш багап шо тагбса доддобе. Вин да девош хачвер اسخن хнус 7 километр цигер давиге. Шуш. Тани энхэн цэнгштэй дэйбл бан висава вешиганка. Жизнь в бедности, лишенный всяких прав, без родных и близких, он сумел отучиться без троек на тракториста. В колхозе обзавелся приятелями. Чуть став на ноги, женился, невесту украл. Сам Абдулхамид объясняет свой поступок тем, что был не самым завидным женихом. Так, ер 1 километр, кыш юртыры. Едя юали ежер. Гырлна рез батыр сода, давас наны я, цайкан кудал, тоғыр әршемет. Вейна хайн бози. Молода шама башмыш баш. Шли годы, он успел пройти еще и курсы водителя. Устроился на алюминиевый завод, стал зарабатывать. Появился свой дом и даже 2. Жена развела маленькое хозяйство. Телевизор ерчоган телевизор уйрту согласер. В январе 1957 года, когда была воссоздана Чечено-Ингушская ССР и на родину стали возвращаться депортированные, он вынужден был остаться из-за обстоятельств на 10 лет. При возвращении поселился здесь, в селе Нестеровское, вырастил 7 детей, 4 из них работают педагогами.
Юсуп Евлоев к нашему приезду только успел совершить полуденный намаз. Гостям обрадовался. Перебирая четки, он будто перенесся в тот злополучный день, когда с пригородного района стали забирать ингушское население. Для 7-летнего мальчика в вагоне для перевозки скота было невдомек, почему вокруг плачут люди и зачем военные ведут себя так, будто перевозят преступников. Единственное, что тогда согревало душу, это печь. И то не всегда, дров-то не было. Их насильственно отлучили от родины, потеряли членов семей и даже хоронили умерших в снежном покрове. В дальнейшем их судьбы сложились по-разному. Хоть их истории все схожие, все равно не перестаешь удивляться цинизму и жестокости людей, творивших это беззаконие. Юсуп Евлоев помнит, как взрослые старались прокормить семью. Помнит, как он наблюдал за отчаявшимися другими депортированными в поисках своих родных и близких. Они вынуждены были нарушать комендантский час. Вследствие многих судили, бились одновременно за право жить, называться ингушами и за то, чтобы не умереть от голода. Старец говорит, что благодарен Всевышнему за то, что позволил выдержать все испытания и не пропасть в степях Казахстана. Единственное, чем тогда спасались, это верой, а соблюдением ингушских адатов поддерживали дух. Адам Мережков, Адам Далаков, Асхаб Белакиев. Новости 24.